Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в нашей студии впервые в истории чувашского телевидения митрополит Чебоксарский и Чувашский, Высокопреосвященнейший Савватий. Владыка, благословите. Бог благословит, здравствуйте. Для многих из наших зрителей сегодняшнее интервью – это возможность поближе познакомиться с вами, потому что вас многие помнят, но есть и такая достаточно большая прослойка людей, которые вас не знают. Вы выросли в Чебоксарах. Здесь вы приняли монашеский постриг. Здесь вы восстанавливали монастырь. Здесь вы стали архиереем. Здесь остались ваши духовные учителя. С каким чувством вы возвращались в Чувашию? Со смешанным, потому что, честно говоря, вот события, которые произошли, они были с самого начала неожиданные, начиная с пандемии, а потом уход владыки Варнавы. Это был такой очень внезапный и очень такой шокирующий, наверное, момент. И поэтому, когда произошло назначение, для меня было, конечно же, с одной стороны, радостно возвращаться в Чувашию родную, но с другой стороны, уже в Бурятской митрополии было так много сделано, и настолько я прирос корнями к этой земле, что было тяжело покидать Бурятию, которая стала мне родной, которая приняла меня, которая стала считать меня своим земляком, своим человеком. Было, конечно, довольно-таки сложно. Ну и, конечно, я понимал, что здесь меня в Чувашии ждут, но будут разглядывать под микроскопом. Я прекрасно это понимал, потому что я переезжаю уже совсем в другой ипостаси, будучи уже митрополитом чебоксарским и чувашским. Но это был довольно-таки интересный опыт, я так скажу. Вас разглядывали под микроскопом еще когда вы прощались в Бурятии. Ролик прошел по интернету с вашим трогательным прощанием, и мы все увидели, как тяжело вам расставаться. Что, скажите, вам хотелось бы однозначно оттуда забрать, перенести, транслировать в Чувашской митрополии? Прихожан, людей. Там прекрасные люди. Они такие же хорошие, как и здесь, но это сибиряки, они добрые и открытые. Они очень тонко чувствуют человека. Солнце бы я еще, наверное, с собой забрал. И было бы еще хорошо до кучи Байкал сюда. Вы начинали там в Бурятии буквально с нуля. Многое сделано, многое достигнуто. Из того, что достигнуто, что сделано, обозначено такими хорошими результатами. Есть такое, что хотелось бы здесь сделать? Знаете, здесь, в принципе, уже многое сделано. Здесь я приехал не в чисто поле. Здесь мой предшественник, великий человек, владыка Варнава, очень много делал. И поэтому возможно что-то подкорректировать, просто работу социальных служб подкорректировать, немножко, наверное, подстроить под себя так, как я привык, так, как я вижу, потому что каждый руководитель все равно видит немножко работу и свой стиль немножко видит по-другому. Наверное, только буквально подкорректировать. Мне бы хотелось охватить именно социальной работой наши приходы. Социальная работа, конечно же, очень важна, поскольку достаточно большой процент людей, которые не могут обеспечить как-то себя. Много людей, которые, не скажем, что совсем за чертой бедности, но есть и такие. Есть целая категория наших сограждан, наших братьев и сестер, которые волей или неволей оказались на обочине, которые брошены всеми, забыты. Мы говорим о социально незащищенных людях, это категория бомж. Это же люди. Если мы о них не позаботимся, кто? Государство. Государство по закону не может как-то о них особенно заботиться, поскольку у них нет ни документов, ни жилья. Такой момент в Новоюжном районе,
в храме новомучеников и исповедников российских действует социальная столовая, но она несколько дней в неделю только. Бывает один день в неделю, бывает несколько дней в неделю. Я думаю, что этого недостаточно. Необходимо наладить работу этой столовой, чтобы она была постоянной, чтобы она работала. Особенно на носу-то у нас зима, осенние холода и зимние холода, когда бомжи особенно нуждаются в поддержке какой-то. Мы не можем сказать, что это чужие люди. Они наши братья и сестры. В какой социальной стадии развития бы они не были, в любом случае, это наши братья и сестры. Может быть, и они этого не осознают, мы должны это понимать. И если будет таких социальных столовых больше, будет еще лучше. И не только в Чебоксарах, например. В Новочебоксарске, в каждом большом городе, во всей метрополии должны быть и социальные столовые. Вот. Забота о материнстве. Это еще один момент, на который необходимо обратить внимание. И мы должны как-то действенно помогать. Мы должны не просто говорить, не просто сотрясать воздух. Тех мамочек, которые отказались от аборта, мы должны их поддерживать тоже. Мы должны создавать какие-то более-менее приемлемые условия для того, чтобы мама, которая отказалась от аборта, чтобы она чувствовала себя вполне комфортно. И вообще это очень такая глубокая и очень серьезная тема с абортами, конечно же. Я вам скажу, ведь и сейчас, получается, в обществе сложились две противоположных точки зрения, они как бы антагонисты. Одни во всем винят женщин, вот. Другие вообще оправдывают аборты. А ведь в этом виноваты все. Это и мужья, и родители, и общество само по себе, и подружки, и так далее, и тому подобное. Вот. И надо думать, как сломить эту ситуацию, и надо думать, как помочь. Ведь я, во всяком случае, по опыту своего прежнего служения знаю, что ни одна мамочка, которая отказалась от аборта, не пожалела. Не пожалела ни одна мамочка. Наоборот, они потом говорят, как же мы могли, вот это чудо, которое оно растет у меня на руках, как мы могли от него отказаться. Вот. И как мы чуть не совершили страшное преступление. Владыка, служение митрополита – это не только церковное служение, это не только, скажем так, выстраивание какой-то парадигмы там внутри церкви. Это и общение со светскими людьми, зачастую с теми, кто и не относит себя к верующим. Это общение очень плотное с органами государственной власти. Какие должны быть отношения между церковью и властью на сегодняшний день? Ну вот нынешние отношения, я думаю, что вполне должны устраивать и власти, и органы власти, и церковь. Вопреки расхожему мнению, особенно в интернете, о том, что якобы церковь и государство якобы срослись, совсем не так. И сколько об этом ни говори, все равно некоторые продолжают у нас, как попугаи, повторять одну и ту же присказку о том, что церковь и государство срослись и так далее. Нет, это не так. Церковь не вмешивается в дела государства и в политику не вмешивается. Но и государство, конечно же, не вмешивается в дела церкви. Другое дело, что мы можем друг другу помогать, взаимодействовать мы можем. В частности, вот как раз в социальной работе, там, где государство, согласно закону, тем же самым бомжам не может помогать, можем помочь мы. И таких моментов в социальной работе очень много. Вот. И здесь, я думаю, что у нас есть очень большое поле для деятельности и для взаимодействия. Например, государство может выделять, скажем, какие-то гранты для того, чтобы церковь потом, используя эти гранты, помогала малоимущим и осуществляла какую-то социальную деятельность.
Мы же еще не затронули еще один очень важный вопрос. Это можно отнести и к социальной деятельности, можно еще и к другому. Ведь проблема, которая стоит перед обществом с алкоголизмом, она же никуда не делась за последние годы. И, к сожалению, она не решается практически. Вот противодействие алкоголизму и какая-то работа с населением и с алкоголиками, с наркоманами, реабилитация их, социализация. Это тоже может взять на себя и берет на себя церковь. Во многих епархиях и регионах России имеются центры для реабилитации и алкоголезависимых, и наркозависимых людей. Я думаю, что мы здесь в этом направлении тоже начнем работать. Вот. И государство, я думаю, что и нам тоже поможет в этом отношении, потому что государство, я думаю, что заинтересовано в том, чтобы население вело здоровый образ жизни. Иногда так не кажется, потому что у нас активная пропаганда против курения. Но у нас практически нет пропаганды против употребления алкогольных напитков. Если промониторить даже все, что пишется, что выходит, и в последнее время кажется, что только церковь как раз заинтересована в этом. К сожалению, наверное, вынужден с вами согласиться. Но это тоже еще одна серьезная проблема, над которой надо думать. И одними крестными ходами и молебнами здесь делу не поможешь. Это важно, безусловно. И молебен, скажем, на 1 января и на День Святого Мученика Ванифатия. Это, конечно, важно, но еще необходимо работать с этими людьми. Почему нам не работать вплотную с обществом анонимных алкоголиков? Почему? У нас много общего. У нас самое главное одна цель, вот, и одна задача. Может быть, немножко на это мы немножко по-разному смотрим, но задача у нас одна. Мы начинаем сейчас потихонечку работать с обществом анонимных наркоманов. Уже мы запланировали собрание. Ну, впереди очень много чего необходимо сделать. Было бы время, и не мешала бы еще пандемия. О пандемии мы чуть-чуть поговорим попозже, а сейчас хочу задать вопрос, который, конечно, многих очень волнует. И чебоксарцев, и не чебоксарцев. Волнует, конечно, вопрос строительства, сохранения, реставрации храмов. Мы знаем прекрасно, что в сельских приходах с каким трудом это все делается, но все-таки все равно находятся энтузиасты, которые поднимают храмы, и каждый год эти храмы у нас открываются, слава Богу. Вот. Но сейчас, конечно, у чебоксарцев одна главная воля – это собор святого преподобного Сергия Радонежского. Как сейчас идет работа, как там продвигается все? Ну вот я хочу в первую очередь, наверное, поблагодарить Олега Алексеевича. Вот с его приходом, конечно же, сдвинулось с места, и мы начали строить. Но все гладко не проходит. Да, Олег Алексеевич поддерживает всячески, не только он, еще многие поддерживают строительство. Но есть те, которые строят препоны для строительства. Вот, например, вот рядом, я сейчас не постесняюсь, я просто скажу, рядом музей, да, расположен. Необходимо тянуть газовую ветку, газ. Вопрос лишь только в том, чтобы сделать прокол при помощи современных технологий под тротуар, который расположен на территории. Эта газовая труба, она им никак не будет мешать. Но как с самого начала, как началось строительство этого собора преподобного Сергия, директор активно сопротивляется и активно создает препоны, видимые и невидимые. Вот таких, к сожалению, вопросов много. Помимо того, что мы должны закончить, помимо того, что мы ждем патриарха, и это является как бы завещанием покойного преснопамятного владыки, конечно же, я вижу необходимость в окончании этого строительства этого собора.
храмы город украшают. Там, где появляется храм, ну, во всяком случае, у нас на территории города и в республике тоже появляется очередное красивое место, достопримечательность. Это обязательно зеленые насаждения, обязательно вот, какие-то клумбы, там, скамеечки, вот. Детские площадки мы планируем сейчас уже устанавливать. Вот сейчас, например, на территории многих храмов появились скамейки примирения. Она так устроена, что в разных краях сидеть невозможно. Обязательно скатишься и будешь сидеть рядом. Скамейки для примирения. Но не только храм преподобного Сергия Радонежского собор, но у нас ведь еще остаются неохваченными новые микрорайоны. В новом городе построен храм-часовня, но он небольшой совершенно, его надо расширять, потому что микрорайон огромный. Взять, например, тот же микрорайон, который называем Садовый, по-моему, если не ошибаюсь, по Богдана Хмельницкого, который начинается. Там активно растет район. И храм шаговой доступности просто необходим. И причем храм должен быть легко возводимым. Если мы, например, строим храм преподобного Сергия Радонежского, соборный храм, то да, здесь шедевр архитектуры, а вот в районах, в микрорайонах, там должны быть более функциональные, не обязательно какие-то шедевры. Типовые проекты существуют, которые легко возводятся, которые недорого стоят. И я думаю, что мы будем в этом направлении тоже работать. И еще один момент, который очень меня волнует, я, наверное, все-таки воспользуюсь эфиром, волнует меня незаслуженная забытость нашего исторического центра. Не заброшенность, он красив. С транспортной логистикой там, ну, мягко говоря, совсем никак, почти что. 2 микроавтобуса, которые приезжают, один из поселка Альгешево в мужской монастырь, 7 номер, и 2 микроавтобус, который ходит по 22-му маршруту, он приезжает к Веденскому собору и потом дальше отправляется в юго-западный, по-моему, да, в юго-западном направлении. Этого недостаточно. Наши прихожане вынуждены до сих пор шагать от дома МОД, пешком подниматься. Ну ладно, сейчас погода хорошая еще, пока еще дожди не пошли. А дальше как? А дальше потом? Вот этот косогор забыт, к сожалению. Я надеюсь, что все-таки власти города меня услышат. Нужно думать над развитием этого косогора. Да, и хотелось бы там действительно восстановить исторический центр. Да. Восстановить там историю города, православную историю, начиная от святителя Гурия. Безусловно. Начиная от святителя Гурия. Начиная от святителя Гурия. Это ведь это целый пласт, огромный пласт истории, который просто игнорируется некоторыми. А это несправедливо, и необходимо устанавливать историческую справедливость. Теперь, владыка, есть еще одна тема, мимо которой никак нельзя пройти, это коронавирус. И, конечно, я думаю, что многие из наших зрителей, которые, может быть, и в храм-то не ходят, они сейчас очень хотят задать вопрос о том, как вы, как человек веры, как архипастырь, воспринимаете эту заразу, как гнев Божий, как какое-то наказание, испытание человечества. Знаете, Бога искушать постоянно нельзя. И даже дело не в том, что Бог насылает наказание, а дело в том, что человек сам себя наказывает. Если мы живем такой жизнью, которым вопросы потребления ставятся во главу угла, когда неразумно относимся к окружающей природе, к различного рода таким важным, основополагающим вещам, в том числе и духовным, и к физическим, то
рано или поздно наступит дисбаланс. И обязательно наступит такое какое-то поветрие, болезни или катастрофы, которые просто будут закономерны совершенно. Я не знаю, почему возник этот коронавирус. Я не могу судить. Я не иммунолог, я не вирусолог и так далее. Но, безусловно, связь между образом жизни человечества современного, не просто одного человека, а вообще всего человечества, и возникновением этой пандемии, безусловно, имеется. Вот. И нельзя постоянно относиться к природе и к силам природы как бы вот и потребительски, и небрежно. Необходимо понимать, что природа создана Богом. Это создание Божие. И все, что создано Богом, это все прекрасно и красиво. Нельзя вмешиваться до такой степени в природу, и изменять ее настолько, что просто она становится неузнаваемой. Это во-первых. Во-вторых, вот когда возникло вот это поветрие, эта болезнь, многие из нас отнеслись к поветрию этому, скажем, легкомысленно, что ли, опять. Не стали слушать врачей. Многие из нас до сих пор думают, что коронавирус придуман и так далее. Мне до сих пор говорят, что от коронавируса не умирают. Да, может быть, не умирает, но умирает от последствий, от осложнений, от того, что от осложнений, которые вызвал коронавирус, умирают, от этого легче не становится. Какая разница, от коронавируса человек умер или же от осложнений? Зато сколько мы людей сейчас потеряли, близких нам людей, которые ушли просто из-за того, что, может быть, окружающие нас люди относились, как бы сказать, очень поверхностно к этому. Если ты даже не заботишься о своем здоровье, то имей просто обычную ответственность перед людьми. Будь ответственным, будь серьезным. И есть и такие, которые говорят, что вот, дескать, наступил конец света и так далее, или наступает, или приближается апокалипсис. Но вот таким я могу сказать вот что. У нас за всю историю человечества было так много пандемий. И вот в начале 20 века это знаменитая испанка. И до этого сколько были и, значит, поветрия, там, оспы, и чумы, и бубонные чумы и так далее. Все это человечество проходило. Безусловно, это человечеству знак о том, что необходимо пересмотреть свои отношения с природой и с Богом. Но я все-таки хочу сказать, что, наверное, это еще не апокалипсис. Апокалипсис – это тогда, когда солнце не даст своего света, когда, как сказано, звезды падут на землю. Ну, фактически, Земля приблизится к концу своего существования, либо произойдет какая-то техногенная катастрофа, которая уничтожит Землю. Ну, то, что мы к логическому завершению существования планеты приближаемся, это безусловно, с каждым шагом. Так же, как человек, если он родился, с первым вздохом делает как бы вздох к завершению своего жизненного пути, как это парадоксально не звучит. Вот. Но необходимо и правильно относиться и к себе, и к окружающим, и к людям. Вот меры безопасности при коронавирусе в храме. Как вот объединить, я всегда думаю, когда сама там присутствовала, как вот соединить людей, которые считают, что в храме заразиться нельзя, и тех людей, которые все-таки предпочитают не искушать Господа и хотят поберечься, чтобы эти люди, друг друга не осудили никак. Вот как это? Как вообще добиться того, чтобы в храмах все-таки соблюдалась безопасность? Ну, вот как добиться, вот я не знаю, честно говоря, сколько я не говорю об этом, тем не менее люди просто упорные, не хотят это, видно, слышать или пренебрегают. Я ему говорю, что вам недостаточно, сколько священников у нас переболело.
переболела, были на краю буквально, вот-вот, при смерти. Вам недостаточно нашего владыки Варнавы, который от вас, между прочим, заразился. Ведь он же не был больше нигде. Ну вот, наверное, кто-то не понимает. А ведь вы правильно сказали, не искушай Господа Бога твоего. Если коронавирус появился, это закономерное явление. Значит, коронавирус, как и все вирусы, они созданы Богом. Значит, коронавирус живет по своей программе, по заложенной программе, в его ген, вот, в его геном. Это значит, что если мы будем требовать от Бога чуда, чтобы мы не заразились в храме, это мы, значит, будем требовать от Бога, чтобы Он постоянно вмешивался в то, что Сам создал. Господь Бог создал законы природы, чтобы мы жили по этим законам природы. И требовать от Бога, чтобы Он нарушил свой собственный закон, это, по крайней мере, неразумно. С этим детским и незрелым сознанием необходимо уже заканчивать. Я благодарю вас, владыка, за это интервью. Я надеюсь, что мы здесь не в последний раз, и будем еще встречаться, и наши зрители получат возможность услышать от вас ответы на важные для них вопросы. Вот, а сейчас я вас хочу попросить, благословите всех тех, кто сейчас нас смотрит. Ну, я призываю благословение на всех, кто относится к христианству. Да, в общем-то, я на всех призываю благословение. Все зависит от того, примете вы его или нет. Пусть Господь хранит вас везде, на всех ваших путях. Вас, ваших близких, ваши семьи. Будьте хранимы Богом.